Комиссия в составе представителей президентского движения «Народный фронт» и Минстроя Чувашии в Канаше. Цель визита – оценка хода реализации мероприятий национального проекта «Жилье и комфортная городская среда», а также государственной программы республики «Формирование современной городской среды» на территории Чувашии на 2018 и 2024 года с привлечением представителей администрации города Канаша и подрядных организаций были осмотрены. Объект на территории Канашского городского парка культуры и отдыха, на котором предусмотрено устройство открытого стадиона широкого профиля. На объекте представители комиссии отметили, что интенсивность довольно низкая, объем выполненных работ недостаточный. Администрация города подтвердила, что идет отставание от графика по объему выполненных работ. С июля месяца только этого сделали, как видно только верхушка, подготовительная работа, они тоже у вас трудоемкие. Я понимаю, но у вас, по идее, уже все должны были работать. Сейчас процентов 80-90 готовности весь объект уже должен был быть. Поэтому мы говорим, что мы немножко отстаем от графика, и поэтому немножко. Наверстаем. Вы не до конца рассказываете, не немножко. Я поэтому уточнил, насколько вы от графика отстаете. Я пока вижу, что вы очень хорошо отстаете. У вас очень оптимистичная оценка, что вы немножко. Вот, по крайней мере, я не вижу вот конкретно на объекте. Объем работ, который сделан и который еще предстоит сделать, это не немножко. Соответственно, что-то вы можете сделать, вы как субподрядчик, вы как заказчик, для того, чтобы интенсировать работу. Есть возможность у нас дополнительные единицы техники для дополнительных рабочих? Есть, мы уже и привлекаем, да. Были даны рекомендации повысить интенсивность работы, повысить количество единиц техники и рабочих, для того, чтобы в срок уложились по благоустройству. На момент выхода программы в эфир Народный фронт сообщил, что администрация города прислала им фотографии, на которых видно, что организованы работы в ночную смену, чтобы уложиться в срок. Далее съемочная группа с делегацией последовала на проспект Ленина. Здесь проводится благоустройство дворовых территорий домов 55, 57, 57А, 59 и 65. Большая часть работ выполнена, но представители Минстроя подчеркнули, что на данном этапе тяжело оценивать качество выполненных работ, так как осмотр проводился визуально, без инструментальных замеров. Оценивался только ход выполнения. Тротуары, подъезды заасфальтированы. Установлены мачты освещения, плафоны со светодиодными лампами, увидели новые скамейки, урны рядом со входом в подъезд домов. Но при этом дали замечания и рекомендации представителям администрации города по демонтажу аварийного игрового оборудования. В частности, качели, которые имеют жесткий подвес, должны были быть демонтированы на территории Чувашской республики еще 2 года назад. Но, к сожалению, видимо, не все управляющие компании отследили выполнение этой нормы и не привели своевременно на осмотр дворовых территорий. Также на данной дворовой территории указали на проблемы наличия строительного мусора после сноса гаражей. Давно уже вот такая ситуация, тут мусор этот строительный, еще что-то? Ну, это вот с момента вот этой работы по благоустройству. То есть до этого нормально было? Когда начали благоустройство, стало хуже? Ну, я не скажу, что стало хуже. Вот это вот все здесь когда появилось? Это появилось, тут был гараж. Самого по крайней мере, снесли. Его снесли, уже да. Да, 3 гаража их убрали. Ну, конечно, а когда их убрали? Ну вот буквально, наверное, с месяц. Вот ну, недавно. Сколько примерно вам нужно времени, чтобы просто очистить территорию, вывести строительный мусор, завести грунт и хотя бы просто планировку провести здесь вот территории? Для детской площадки сейчас, секундочку, хотя бы вот это вот минимальное. Сколько вам нужно времени? Ну, я думаю, что в течение месяца, наверное, вопрос этот будет регулирован. Потому что подрядная организация Нет, он не регулирован, решен должен. Ну, решен, да. Я хочу сказать, что подрядная организация еще работу не сдала, объект не сдан. Но у них, я понимаю, только тротуары и проезды. Или они территорию тоже? Тротуары, проезды, плюс они еще строительный мусор, идет разговор про строительный мусор еще, то, что вот после себя они еще должны после убрать. себя, здесь-то не после них, я поэтому ну, здесь проведется работа с управляющими компаниями и приведут двор на рабочее состояние. Какая-то была тоже синхронизация, это за счет, ну, понятно, жители вы от них-то не рассчитываете. Вы хотите, чтобы пенсионерки на себе строительный мусор таскали, да они максимум смогут здесь посадить кустики, цветочки какие-то, ухаживать, то есть они на себя возьмут. Здесь в любом случае нужно усилие города, по крайней мере, сориентировать управляющую компанию на вывоз, завести грунт просто. У вас тем более, что сейчас вот со стадиона же вы там плодородный слой же сняли,
Вы его где-то можете же использовать, можете сюда несколько КАМАЗов завести. Кустики посадить. Выровнять. Ну, отпланировать хотя бы территорию, ну, чтобы она смотрелась нормально. Потому что, я говорю, здесь, в принципе, немного же требуется работать. Демонтировать старое аварийное оборудование, очистить строительный мусор, завести грунт, отпланировать. Все, ну, вот хотя бы минимум вот это вот. На территории необходима уборка иных элементов, которые препятствуют повышению качества благоустройства городской среды, завоз дополнительного грунта, профилирование его для того, чтобы создать профиль газона и посев газонных трав. Все это должна будет сделать управляющая компания. Город тоже обещал принять активное участие в решении этой проблемы. С оценками комиссии согласились жители этих домов, которые точно так же обратили внимание на ненадлежащее состояние этой дворовой территории. Недавно дожди были здесь. Вода стояла. Вода стояла. Насколько много? Ну, аж многим могут. То есть вот здесь. То есть вот вот настолько точно вода есть. То есть вдоль тротуара получается вот здесь вот, да? Да. Вода стояла, не уходила. То есть самотеком в ту сторону. Не уходит, здесь не сделали ничего, не продумано. Кто здесь у вас уклон смотрел? Что есть, нету? Ну, вот местные жители говорят, что вода не уходит самотоком. Ну вот. Приезжали вместе с подрядчиком вот после дождей. Стояли, смотрели, и вода тихонечко у нас уходит по уклону туда. Там прямо яма же виднеется прямо. Да. Где вот И выход вот есть между домами. вода будет стоять, набегать, и вот в эти Это все понимаю. спуски она будет туда идти. Хочу уточнить. Ну, в любом случае, объект еще не сдан. Мы эти вещи мы будем контролировать, перепроверим. И в любом случае мы вот этот уклон мы сделаем. Получается, перекладывать можно будет тогда? Как он сделает этот уклон без перекладки? Здесь не сделаешь. Ну, По минимуму. я думаю, что по минимуму, помимо здесь же общий уклон-то есть. То есть если где-то есть провалы. Здесь локальные участки небольшими лужи формируются? Или вот по всему периметру вдоль? Ну, местами только там Местами, а какие большие лужи, небольшие? Ну, еще вода стоит сильных не было, чтобы не было. 2-3 Мы дня не были. приезжали на той неделе, после дождей стояли вот в середине дома и прям наблюдали, значит, Ну, вот смотри, вода уклон прям, уходит. я даже глазами своими Визуально плохим, видно, видно да. прям вот, где вот между домами выход, там вода будет стоять. Поэтому здесь первый раз, ну, когда вот до этого асфальт был, то первое профиль- нарушение там происходит. Профиль асфальта, если где-то он и будет, подрядчики исправят. То есть в этом плане, конечно, ну, не будем допускать, чтобы вода стояла Да, на... просто так вот деньги на ветер, асфальт положили, а через год он лед. Главное, спасибо, никто никогда не говорит. И это Мало, он мало бах, того, выдавит. что вода потом Спасибо зимой, вам, она готов, будет так разрушать сказать. асфальт. Потому что у нас, Качественно сами будет знаете, сейчас зима не зима, то в ноль, то минус, то ноль, то минус, соответственно, происходит информация. Кроме того, при обходе увидели большое количество обустроенных тротуаров из плитки, но при этом были даны замечания в адрес администрации города о необходимости установки урн на данном променаде между домами и скамейками. Было обещано, что в случае экономии средств по выполнению контракта все сэкономленные средства будут потрачены на покупку дополнительных урн и скамеек. Далее по курсу межквартальный детский игровой комплекс. Первое, что бросилось в глаза, отмечают представители Народного фронта, благоустройство еще не завершено, но при этом был полон детьми. При этом элементы, из которых состоит игровой комплекс, представляет, цитата, «угрозу жизни и здоровью ребят», потому что по ним ведутся работы, есть выступающие фундаменты, необустроенные элементы безопасности, которые должны быть. Исходя из ситуации, администрации города предложили составить протокол об административном правонарушении в адрес подрядной организации, которая не обеспечила надлежащее ограждение этой строительной площадки. Должно быть сигнальное ограждение. На момент осмотра лента была порвана. По периметру отсутствовала целостность. Представители комиссии заверили, что пока не закончены работы, это строительная площадка и, соответственно, за любые несчастные случаи, которые могут произойти на этой площадке, несет ответственность подрядная организация. Строительная площадка должна быть круглосуточно ограждена. Также было отмечено, что объект нужно как можно быстрее завершить. По площадке оценку на сегодня дать тяжело, потому что ход работ идет, но по крайней мере уже видно, что сделаны фундаменты для оборудования. Высказали замечания по обустройству. Есть риски, что подъем грунта по периметру может привести к его разрушению и обвалу. Площадка будет выше своего нынешнего уровня, так как за счет завоза дополнительного грунта, песка и гальки она будет поднята. Относительно
Относительно рельефа, располагающейся рядом с этой местностью, будет организовано возвышение. Представители администрации предложили, что, возможно, эта проблема решится с помощью обваловки. Как эта обваловка покажет себя в ходе эксплуатации, нужно будет обязательно посмотреть, сказали члены комиссии. Сегодня был совместный выезд Общероссийский народный фронт Чувашии совместно с Министерством строительства Чувашской республики по обследованию объектов, выполняемых в рамках благоустройства дворовых территорий на территории города Канаш. В ходе обследования таких объектов был установлен Народным фронтом как и выполнение работ, объем выполнения работ и также качество выполнения работ. Хотелось бы посмотреть и обратить внимание, чтобы при благоустройстве многоквартирных домов, которые были ранее возведены в эксплуатацию, не только благоустройство красоты и эстетичного вида для удобства наших жителей Чувашии, но вместе с тем и хотелось бы обратить внимание на пожарную безопасность, которая, соответственно, не была предусмотрена в те годы, которые возводился и вводился дом в эксплуатацию. Так как нет многих многоквартирных домов транспортной развязки для удобства подъезда пожарных машин в случае каких-либо несчастных случаев, поэтому считаю, что необходимо добавить проектную документацию, и муниципалитетам было бы очень хорошо, если бы они рассматривали такую возможность. Соответственно, конечно, по территориальности, по возможности земельного участка, который находится близ расположения многоквартирного дома. Работы выполняются, сроки у подрядчиков еще, соответственно, не такие объемные, до конца сентября, у некоторых до конца ноября. Очень надеемся, что работы будут завершены в срок, с учетом всех соответствующих выполнений технологий строительного производства. Кроме того, хотелось обратить внимание, что посмотрели объект на сегодняшний день, в каком состоянии. Это дворец культуры, территория 12 путей. Достаточно разночтенное, соответственно, мнение города и жителей Канаша. Кто-то очень счастлив и доволен этой площадкой, кто-то, соответственно, высказывает недовольство в социальных сетях. Вместе с тем хотелось бы обратить, что да, действительно, есть некоторые замечания Общероссийского народного фронта, которые были озвучены и главе администрации города Канаш, который, соответственно, принимает их ко вниманию, и надеемся на дальнейшую совместную работу. Эта площадка рассчитана на микрорайон Восточный, улицу Репина. Вот эта площадка, она Минстроем как раз строится. И будет охватывать именно эти микрорайоны. Порядка 12 тысяч населения города Канаша здесь проживает. По поводу пешеходных переходов, если смотреть чисто микрорайон, он за дорогу не выходит. Поэтому микрорайон вот именно за этой площадкой. По сегодняшним объектам, 9 объектов, у меня опасения как таковые ни один объект не вызывает, кроме того, что есть по 2 объектам отставание небольшое от графика, которое мы усилим с приглашением субподрядных организаций. Поэтому это касается футбольного поля, то, что вы видели. В принципе, уже 3 недели усиленных там как раз мероприятий проводится. Я думаю, вытянем этот объект как раз в установленные сроки. Ну, где-то, может быть, где-то подрядчика накажем, будут применены пени за несвоевременную сдачу. Но в установленные сроки как раз они должны все сдать. Хотя бы по физике. Ну, где-то какие-то моменты будут, наверное, касаемые исполнительной документации. Этот вопрос, это уже на их совести. Из 9 объектов, которые мы сегодня посмотрим, дворовых территорий, отставания от графика не наблюдается. Были опасения по улице Железнодорожной 67, но тоже подрядчик сейчас усилился и на следующей неделе выходит на асфальт. По большей части мне просто хотелось поблагодарить население и тем более правительство Чувашской республики, Минстрой, в связи с тем, что были в программу внесены изменения, и сейчас эти работы производятся по минимальному перечню, не требуется финансирование граждан. Когда граждане об этом услышали, сейчас заявок очень много, и поэтому мы на будущий год уже по заявкам, даже не все заявки сможем удовлетворить, они переходят на 2024 год. А населением активно это воспринято. Я опять, пользуясь случаем, призываю население участвовать в рамках именно благоустройства своих территорий дворовых, где проживаете. Минимальный перечень входит асфальтирование дворовой территории, доведение ее до норматива пожарного проезда, то есть уширение проезжей части идет. Мы в основном так прижилось, что по городу тротуары все идут в исполнении брусчаткой, плюс появляются небольшие мафы, это скамейки и мусорные контейнеры, и плюс освещение.
вот этот минимальный перечень, как раз он идет без оплаты. Если граждане хотят какие-то детские площадки, то тут включается тоже в рамках этой же программы пункт, касающийся инициативного бюджетирования, 20% граждане и 80% бюджет города Канаш. Такие проекты уже по городу есть. Уже 4 детских площадки появляются в этом году как раз именно с софинансированием граждан. Сейчас мы обучаем специалиста администрации как раз для того, чтобы содержать вот такие площадки. Почему? Потому что здесь требуется именно не просто человек с улицы, а специалист, который прошел обучение по содержанию. Мы как раз человека обучаем на эти цели. В будущем году я открою завесу, примерно такая же площадка появится в микрорайоне улицы Машиностроителей. Это тоже примерно 5700 жителей. Тем более в рамках синхронизации у нас там еще дополнительно строится микрорайон, 7 пятиэтажек, порядка 3500 населения появится еще дополнительно в этом микрорайоне. Поэтому необходимость назрела, ну и благодаря тому, что Минстрой в этом отношении движется планомерно, я думаю, в других микрорайонах в 2024-2025 году такие же площадки появятся. Народный фронт взял под контроль все отмеченные объекты и несколько других, о которых расскажем при следующей встрече. Владислав Васильев, «Вокруг нас».